Техника торцевания вообще в переводе с латинского означает прикладывание. В технике торцевания можно использовать различные материалы, такие как пластилин, вата, салфетки, полубусины и, конечно, креповая бумага. В основном я использую именно креповую бумагу. В последнее время достаточно популярна стала техника торцевания. При использовании этой техники создаются объемные аппликации из бумаги, способствующие развитию творческого начала, мелкой моторики, абстрактного мышления. Кроме всего этого, техника учит терпению, усидчивости и трудолюбию, чего так не хватает нашим современным детям. Халк седефлери көл бериминде биз сизи мираклы бир инсаннан тааныштырачыз. Эл устасынан, аңгысы креп кединнан торцевание техникасына үйрөдер. Bizim кахраманымыз дил сырадан бежериклүү уста, ама үйрөдү да. Юлия Попович, Волканеш касабасындан. Burada o yaşar, yaradır, hem uşakları ел ince atına kasabanın yaratıcılık evinde 8 yıl yürüdür. Торцевание техникасы ел zanat derneklerinde ufak motorika ilerleder, uşağın yaratıcılık dadını yaradır. Торцевание декоратив ince zanatı zanneder küçürek kesili materyali, аңгысы büküler, kıvradılır, da resmin temeline yapıştırılır, gergefe büyüklüğü verir. Yulia ilkten eskizi düşünür, sonra renklerin yerlerini belli eder. Bundan sonra zahmetli proses, resmin içini doldurtmak başlar, аңгысы kağıtları derildir. Я работаю с детками, и это неотъемлемая часть моей жизни. Мы работаем по программе, но идеи, конечно же, у нас план авторский. Идеи мы черпаем у природы, вообще у жизни. Если это осень, конечно, у нас будет осенняя тематика. Это может быть тыква, это может быть виноград и осенние какие-то композиции, все, что связано с осенью. Если это зима, то мы уже к Новому году готовимся с детками. Это детям очень нравятся зимние какие-то темы. Если это уже весна, там уже и 8 марта, и мартишор, и пасхальные темы, тематические. Конечно, все черпаем из жизни. Планы бывают одни, но мы видим, что детям это может быть неинтересно. Мы подстраиваемся под детей, спрашиваем мнение у детей, и они, например, говорят: а мы хотим вот это. Пожалуйста, мы воплощаем это в жизнь и с детьми делаем то, что они видят, им интересно. Изначально нам нужен рисунок с контуром. Контур имея, мы заполняем, можно сказать, нетрадиционной техники рисования, мы раскрашиваем наш рисунок. Бывают картины, которые мы заполняем и фон, но если детки маленькие, первого года обучения, например, они этого не делают. Мы делаем только вот тыкву, и они уходят с готовой, красивой работой домой. Очень рады этому, что они забирают эту работу домой. Торцевание техникасы Юлия'yı sadece материалын hem işin derinliğinden şaştırdı. Bu nice mozaika ya da puzzle'ları toplama, sadece her bir elementi kendi ellerinden kurarsın, anladır Yulia. Торцевание техникасının tabir çeşidi plastilinden resimler yapmak. Yulia kendi ustacılığında plastilini az kullanır. Ama da gene kendisi de bu materyaldan işler. Uşakları da üretir. Plastilinin küçük paycazlarını, resmin temeli, onun çevresi, resmin görüntüsünü kurarlar. Bu kolaylık ustanın kreatifliğini tekstura hem renk tarafından gösterir. Нам понадобится немного материала, понадобится креповая бумага, ножницы, клей ПВА, ну и контейнер, куда мы наливаем клей. Изначально мы должны будем нарезать на бумагу, подготовить на вот такие квадратики.
Ну, я приготовила немного, потому что этот процесс сам по себе не сложный, но требует времени. Поэтому мы сделали контур, сейчас мы будем его заполнять. Заполняем более светлым оранжевым оттенком. Нарезаем на полоски. Нарезаем на полоски, затем на небольшие квадратики, из которых мы потом будем формировать наши заготовки. А называются наши заготовки по-другому торцовки, правильно. Мы начинаем крутить. Крутим. Процесс несложный, но опять-таки говорю, что требует усидчивости, терпения. Но в результате мы получаем красивый пушистый ковер. Крутим, заготавливаем заготовки, наливаем клей и начинаем процесс. Процесс заполнения уже контур нанесен, мы заполняем. Вот такими простыми движениями мы заполняем нашу картину. Другим способом мы можем сказать, вот разукрашиваем, да, но не традиционным методом раскрашивания, а с помощью бумаги. Можно работать и салфетками, можно работать и пластилином, полубусинами. Но в моей работе я больше использую такой материал, как креповая бумага и пластилин. Они мне больше как-то подходят. Заполняем. Опять-таки это все не быстро. Мы должны быть готовы к тому, что мы быстро это не сделаем, но получится очень красивая картина. Ребята, которые постарше, выполняют работы посложнее, уже побольше и участвуют тоже с этими работами. Вот работа Мартишор, например, пасхальные работы, участвуют в всевозможных выставках школьных. Есть и детсадовские детки, которые участвуют и в садике со своими работами. Вот, например, тыковка, дети сейчас делают, они ее относят в садик, участвуют в выставках. Также мы со своими работами участвуем во многих всевозможных выставках, такие как Хидерлейс, Касом. Мы ездим, участвуем, люди видят, интересуются, нравится, очень нравится. Техника необычная. Техника относится к аппликации, но она усовершенствованная, более модернизированная. Тарцевание о мираклы ярадыcı техникасы аңгысы шыралы, оригинал яратмалары еллен япылыр. Сирек хем кәмил декоратив инжазанаты инжелейші істер. Ярадыcılık serbestliğini dernen paylanlarına юридичи верер. Лязымны ерде да ярдым едер. Это одна из, можно сказать, простых работ. Да, мы крутим, клеим, но техника торцевания подразумевает еще более сложные работы. Такой, как вот мы работаем либо карандашом, либо ручкой. Можно продемонстрировать. Это вот данную я прикладывала на клей ПВА. Но мы можем, если дети поменьше, мы можем с помощью вот такого пластилина, он потом высыхает. Мы работаем вот с такой шпажкой. Крутим, прикладываем в середину, крутим. И вот таким образом мы сейчас будем делать нашу веточку, осеннюю ветку нашу. В принципе, если наловчиться, это несложно.
Хочу отметить такой момент. Дети, которые приходят ко мне давно, ходят несколько лет, они вот крутя наши торцовки, заготавливая, они пишут в школе лучше. Да, это очень на умственную способность отражается. Дети работают. Бывало, дети приходили, но даже не получалось крутить, хотя казалось бы, что мы крутим просто комочек, а у ребенка это не получается. Но со временем получается, и даже я слышу благодарность родителей, которые говорят: а у меня она начала лучше крутить, она стала усидчивее. И очень приятно такие отзывы слышать, конечно. Данную работу мы выполняем в технике торцевания. Будут у нас вот 3 веточки в технике торцевания. Планирую тучки, может, но это уже мы приклеим. С пластилина сделаем небольшой газон, зелень. В итоге получаем вот такую работу. Опять-таки вот техника торцевания, аппликация. Это первый год обучения, 1 класс. Довольно-таки легко делают, крутят. Им очень это нравится. Торцевание sabırlı ister çünkü her bir element ilden geçer hem illen yapıştırılır. Bir resimin yapması birkaç günden, birkaç haftayadan varnice sürtsün. Неотъемлемая, мне кажется, часть, когда творческому человеку даешь свободу мысли, вот тогда и приходят какие-то идеи. Творческий человек, мне кажется, не может в рамках каких-то, или сказали: вот ты сделай вот это. А мне сейчас вдохновения нет, к примеру, эту картину сделать. А иногда делаешь тот объем работы, который думала, как сегодня такой объем выполнила, а вчера вот не могла это. Так что творческого человека загонять в рамки, я думаю, что это неправильно. И также и детям я даю свободу выбора. И получается индивидуальная работа, да, и все разные получаются работы. Бывает, вот выбирают темные оттенки, и, соответственно, и картина более тусклая, более хмурая. Но я могу подсказать в этот момент, сказать: а вот не хотела бы ты немножко добавить желтого цвета или какого-то яркого, чтобы твоя картинка... они считаются с моим мнением и как-то прислушиваются и делают немножко ярче. Бывает по-разному, бывает сильно ярко, чего не нужно в этой картине, да, я им подсказываю, они делают. А бывает так, что вот ребенок делает по своему вкусу, и так красиво, не добавить, не убавить ничего. Сейчас я хочу сказать, что дети очень активные, очень тоже творческие. Они еще тоже могут поучить многому нас. Если в день 2-3 часа, то можем 2-3 недели делать работу. А если это большая работа, и месяц, и больше, опять-таки от опыта. Если это делаю я, то я ее могу в течение 2 недель завершить. Если это делает ребенок, он большую картину, как правило, месяц или больше делают. Да. Когда приступают фон, вот где есть фон, где много цвета, они устают от этого фона. А когда меняется от одной краски к другой переходят, и картина легче делается, и им это нравится. Фон немножко, они вот, например, клубника, там фона много, они устают, они полфона сделали, а цвет не меняется, цвет все тот же. Они хотят переходить от цвета к цвету. Поэтому делают немножко даже дольше. Хотя, казалось бы, клубничка, вроде фон один. Нет, чем больше мы перебегаем от цвета к цвету, тем интереснее работа, тем она легче делается, даже быстрее делается. Вот как ни казалось бы, тот же формат, но делается легче. Предпоследняя моя картина – это вот работа с пластилином. Я ее недавно закончила. Над ней я работала где-то 3 недели. Вот, и здесь сосчитать, сколько это из пластилина, мы тоже кружочки заготавливаем без клея, клеим. Очень кропотливый труд.
И составляем вот такую картину тоже. Она у нас готовится к выставке осени. Направление тоже торцевание, но мы работаем здесь с пластилином. Как я и раньше сказала, что в технике торцевания мы используем и пластилин, и креповую бумагу, и салфетки, и полубусины. Вот, пожалуйста, пластилин. Здесь то же самое картина с контуром, с которой мы потом работаем. Это будет у нас пасхальное яйцо, которое мы вот сейчас украсим, как мы хотим. Вот это одна из тех работ, которые я детям говорю. Вот здесь полная фантазия ваша в цветовом, как вы хотите. И у всех разные яйца получаются, пасхальные, интересные, такие красочные. Вот мы берем абсолютно вот на свою фантазию и раскрашиваем. Надо разогреть пластилин, обязательно разогреть. И такими небольшими кружочками крутим, прикладываем. Да, вот так создавалась и данная картина, но это у всех получается по-разному. Вот на опыте вот дети делают одно, но у всех по-разному. У кого-то больше кружочки, торцовки, у кого-то мельче. Кто-то надавливает сильнее, кто-то не надавливает, оставляя форму. Оно все держится, кто надавливает, кто надавливает. Но результат получается разный у всех. Но у всех красиво, потому что как хозяйка дома, да, варит суп, и все одни ингредиенты, а по вкусу у всех разный вкус. Так что и здесь по технике все выполняют одинаково, но ручки работают по-разному, и получается тоже по-разному. Где-то я понимаю, делаю глаз, понимаю, что вот здесь чуть-чуть больше надавить надо, чтобы как-то более четче глаз был виден. Например, в этой работе я когда делала забор, я там хотела более выделить этот забор, что он более выпуклый. Я накладывала более друг на друга, чтобы он был более выпуклый. Там горы уже не накладывала друг на друга. И вот как-то так. Опять-таки, каждая рука работает по-своему, выходит совершенно по-другому. Мастерство рук в плане годами ты нарабатываешь и делаешь. Изначально, когда начинаешь, руки бывают, деток даже не клеются. С пластилином в этой работе одно из сложных – это контур. Вот что вы видите черным контур, это первоначально я наложила контур, потом уже разукрасила картину пластилином. Вот это да, это самое одно из сложных. И сложное, когда очень мелкие детали, вот тогда тоже вот эти мелкие детали все заполнить тоже сложновато. Если мы делаем картины с пластилином, я по своему опыту говорю, что поставить под стекло, потому что они пылятся, а их потом не потрусишь, как-то не вычистишь, не протрешь. Они, в принципе, остаются грязными. Поэтому под стекло долговечно вот такая красота будет красоваться у нас. Торцевание техникасы эльмас яры боюнчукларынан ресим курмасында да белли эдилер. Бута бир колайлык оригинал зеңген фактурасында ресимнер япмак. Бу сойда Юлиянын биркач яратмасы бар. В технике торцевания работаем полубусинами. Вообще все, кто знает, называют это алмазной вышивкой, но это та же техника, мы тоже прикладываем. Еще раз говорю, что торцевание, слово произошло от латинского «прикладывать». Вот мы чем и занимаемся, прикладываем. Не сложно, но требует усидчивости опять-таки. В результате пока вот очертания вот такие у нас. Вот такая картина получится. Очень красивая. Добавляются краски, она все ярче, красочнее становится у нас. Дети очень хотят такие картины делать, но по финансам это немножко накладно для деток, чтобы это. Поэтому мы выходим из ситуации, мы работаем с ними с креповой бумагой. Кто имеет возможность, желание,
покупает и делает дома тоже такие картины. Алмазная вышивка. Данные картины были приобретены, года 2 назад я их делала. Они уже участвовали в выставках. В выставке осени в прошлом году данная картина участвовала. Это тоже на осенней выставке «Гранат» участвовал в позапрошлом году. Это тоже алмазная вышивка. Если вот интересная работа в плане, если смотреть данную картину сблизи, в принципе, ничего не понятно. Но если мы отдаляемся и смотрим ее издалека, мы можем наблюдать такую улочку, развить свою фантазию, турецкие какие-то улочки. Хочу обратить внимание на вот данную картину. Это моя из любимых картин. Мне она очень нравится. Данная картина, здесь 2 мадам, девушки, мне кажется, юного возраста. Здесь идет 2 в одном, можно сказать, и картина по номерам, и алмазная вышивка. Вот мы продолжаем ее еще, она вот у нас недоделанная. Это очень интересно получается. 2 техники в одном, и рисование, и торцевание. Буинча занат союз декоратив пано, ачык карт, интерьер дона, башыш hazırlamasında kullanılır. Пайеткаларлан ресимнер япмак, хеп торцевание техникасына кирер. Вот здесь пайетки. В наборе тоже идут гвоздики, пайетки и тоже картина уже с контуром, по которой ты двигаешься, и в принципе ничего сложного. Основа пенопласт, гвоздики вот так протыкаем, они очень легко. И это сначала в гвоздик вдеваем саму пайеточку, и потом уже готовую нашу туда. Это индивидуальная работа, если ты работаешь с детьми. Данная картина тоже сделана из пайеток. С помощью гвоздей у нас здесь основа пенопласт. И вот мы гвоздики натыкаем, потом бусинами все тоже с помощью гвоздиков тоже так украшаем. Вот такая не замысловатая, казалось бы, но очень интересная в результате картина. Казалось бы, бусины, пайетки, гвоздики. Все очень легко и просто. Bugün Yulia tanınır usta hem üretici. Onun yaratmaları sergilerde paylaşılır hem yüzel kolleksiyaları güzellederler. O inandırda Nikiyat'tan kamil resimleri var nice yapma. Работы здесь, которые висят, вы можете увидеть на всевозможных выставках, в которых мы участвуем. Они также и выездные, которые участвуют в выставках. Кроме тех, которые вот пластилин, мы их не берем на выставке, потому что он может от погодных условий тоже зависеть. Если это сильное солнце, то они могут расплавиться и потерять свою форму. Это работы мои. Прежде чем я детям покажу, у меня должен быть образец. Сначала выполняю я, а потом дети выполняют. Работы детей, которые выполняют они их забирают домой. Они их забирают, и у них тоже есть свое портфолио, либо они вешают в своих комнатах, либо они в папочку складывают, и это их достижение, это тоже часть их жизни. У меня есть дети, которые уже взрослые, и у них есть портфолио, которые до сих пор они имеют что показать своим гостям. Вот, так как многие не знакомы с данной техникой, это если люди видят, и действительно красиво, такой пушистый ковер, на ощупь очень приятный и визуально очень красиво. А во дворце очень много кружков, где они дальше могут свой творческий путь продолжить. Такие как макраме, уже постарше детки, такие как гипс постарше детки, они уже идут туда. Это уже точно на опыте, что детки садиковского возраста с подготовительной группы и по 4 класс это по этой технике. Им очень нравится, они бегут сюда, они просто ждут этого. Вот мамочки приходят и говорят: что вы здесь делаете? Они в восторге. Моя Маргарита говорит, в восторге с вашего кружка. Ну вот, им нравится, они отдыхают здесь душой. Я считаю, что дети отдыхают. А сегодня, учитывая всю сложность программы,
Действительно, детям нужна немножко разгрузка. Не формат школьный в плане не разговаривания, они могут переговорить, как прошел их день сегодня. Ну, не шумной обстановки, я их не зажимаю, я с ними могу поиграть, какие-то физминутки, они расслабляются, они понимают, что я их друг, я их товарищ, а я не выше, не как вот учитель, да, мы воспринимаем, мы боимся. Нет, они меня не боятся, они мне все, хорошего вам дня, Юлия Петровна, я им их товарищ. Поэтому техника им нравится, но и важно, чтобы нравился педагог тоже. Это искусство имеет место быть, и оно должно развиваться. Как оно будет развиваться, если мы не будем передавать? Тут это взаимосвязано, я считаю. Передавая данное умение, данную технику, я считаю, что это остается в поколении, и дальше может кто-то заинтересуется и дальше будет продолжать это. Это как-то взаимосвязано, мне кажется. Чем бы мы ни занимались в жизни, делайте это со всей душой, со всем сердцем. И тогда, если это действительно с душой и сердцем сделано, и работа клеится, делается, и все идет как надо, если это с душой. А свой творческий путь вообще я начала в Доме детского творчества организатором. Уйдя в декрет, там я начала искать себя в каких-то техниках. И мне очень понравилась эта техника торцевания. И еще дома я начала как-то делать поделки, картины с креповой бумаги. Уже выйдя из декрета, я начала с детьми работать, посчитала, что это детям будет интересно, это детям понравится. И действительно, детям очень понравилась данная техника. Они увлеклись ею. И даже некоторые делают сами дома картины, вне наших тем, вне нашего плана. Говорят, а мы сделали маме подарок на день рождения. Приносят, показывают. Мне очень приятно, что эта техника вообще идет в массы. Данная техника, потому что не особо распространена у нас. И хотелось бы, чтобы детки были заняты, ручки работали несложно, но требует усидчивости, времени. Есть такая, как профессиональная спина. Да, ты постоянно в одном положении, у тебя болит спина, ты потом не можешь руки. Опять, если работать с креповой бумагой, ты режешь постоянно бумагу, не имеют пальцы. Ну, очень интересно. Это такая, как своего рода терапия, я бы сказала. Вот я, делая такие работы, я отдыхаю, на самом деле. Может, кого-то это раздражает, напрягает. Вот, опять-таки, и мы люди разные. В общем, я даже по детям смотрю. Они отдыхают. Они приходят со школы, они отдыхают здесь. И некоторые даже на перемены не выходят, потому что вот я хочу закончить. И им это нравится. Я смотрю, они прямо в процессе, они после школьных этих трудовых своих будней, они здесь отдыхают. А потом идут домой, делают уроки. Это моя жизнь. Это вклад, это моя душа здесь. Я вложила частичку, это все время, которое я уделила своим работам.